А, Друзья, давайте перед тем, как мы начнем обсуждать этот текст, спросим у Салавата. Я так понимаю, что Салават работает, кроме прочего, сценаристом. И по этому тексту, потому что здесь... Нет, все работает. Потому что здесь очень много каких-то визуальных, можно даже сказать, киношных приемов. Салават, расскажите, как вообще родился этот текст, как вам пришла идея? Хорошо. Сейчас. Однажды в интернете вот мне попалась информация. Один молодой человек решил вот насчет своего репрессированного деда, расстрелянного, раскопать информацию. Вот. Он пошел в архивы, значит, КГБ, там его не пускали, он там все равно добивался. И в конце концов, после вот долгих мытарств, он нашел все материалы. Вот. Там все подробно, кто вел допросы, кто чего. И он размещал это в интернете. Вот. И вдруг ему приходит письмо. Значит, пишет ему одна девушка, и она пишет, что вот смотрела эти документы и обнаружила там своего деда, и он палач. Вот. Для нее это подействовало, в общем, не знаю как, очень серьезно. И вот она решила ему написать, а сказать нечего. А что, она должна прощения, что ли, просить? Или что? И вот возникает какая-то вот странная ситуация вот между двумя этими людьми. И вот вот этот как бы главный герой, который все это искал, он пишет ей письмо: ну, спасибо вам, что вы мне написали, вот, вы молодец, что мне написали. И у меня вот возникла такая мысль: это хороший сценарий для кино. Если вдруг эти два человека встретятся, да, если завяжутся какие-то отношения, они могут друг другу понравиться, но вместе с тем что-то висит такое, что-то висит. Вот. Но сценарий не получился, ну, как-то, может быть, не пошел, а вот как-то пьеса вот эта родилась. То есть сначала вы пытались эту идею оформить в виде сценария, на самом Не деле? то, что пытался, просто вот была такая мысль, вот получился бы хороший сценарий. На самом деле это даже некоторый тренд работы с исторической памятью в современных триллерах. Я видела несколько триллеров, которые используют какую-то тему исторической травмы примерно похожим образом, как и вы в этом тексте, для того, чтобы вот оправдать, ну, некое зло, да, ну, например, не знаю, существует какой-нибудь зловещий дом, какой-то призрак, и потом герои открывают, что смысл, не знаю, этого призрака — это какие-то неупокоенные души, не знаю, польских евреев, предположим, которые когда-то были из этого дома своего там родного выгнаны, да, и вот как бы их память таким образом в виде какого-то зла врывается в повседневную жизнь современных героев. И в этом смысле такая форма действительно ну, подходит для работы с исторической памятью. Мне кажется, здесь есть две вещи, которые интересно обсуждать. Это тема и форма. Если говорить про форму, то она довольно интересная. Это такая притча, которая притворяется триллером. То есть, с одной стороны, у вас есть все элементы триллера формально, какая-то интрига про странную бабушку. Еще даже когда мы не знаем историю, которая вскрывается про там деда НКВД, мы уже на самом деле чувствуем, что бабушка что-то нам такое странное сулит. Внук тоже ведет себя немножко, он такой сказочный какой-то, он тоже ведет себя, он говорит загадками, он очень говорит метафорическим языком. И тоже вот как будто бы сулит что-то странное. Звуки эти, да, абсолютно такой прием чистый из триллера. Но потом вдруг выясняется, ну, с моей точки зрения, что это на самом деле никакой не триллер, ну, потому что зло оказывается реальным и бытовым, а это притча. То есть это такая реальная история, но они все немножко при этом сказочные. Они в исторической памяти решают как сказочные персонажи. Спасибо большое. Ну и, конечно, тут форма, да, неразрывно связана с этой темой. Они все пытаются
разобраться с этой исторической памятью, с которой, мне кажется, мы тоже, в общем, до конца современные. Это очень современная история. Многие из нас не разобрались ни на государственном уровне, не разобрались ни на личном. И, как мне кажется, в итоге не разбираются. Но, может быть, есть какие-то альтернативные мнения. Кто-то хочет, может быть, уже сформулировал впечатления свои после читки. Хорошо, тогда я задам, наверное, вопрос к автору. Вот как вам кажется, стратегия поведения внука и его возлюбленной? Вы сознательно сделали... Я это считываю как обе семьи, которые на самом деле игнорируют эту память только по-разному. Да? Семья девушки игнорирует ее, потому что это какая-то страшная правда про его родственника. И вот есть этот портрет деда, и лучше бы не знать, что он был. И даже когда второй раз... как еще раз звали главного героя мальчика Айнур? Да, когда Айнур приходит к отцу Малике и говорит, что бабушка, значит, что-то напутала, он очень радуется. Но это же не означает, да, что дед не был НКВДшником, может быть, другой НКВДшник. Он очень радуется, потому что для него это просто возможность закрыть для себя дверь этой памяти и вообще с этим не разбираться. Но одновременно с этим, когда я смотрю на стратегию того, как с этим разбирается семья молодого человека, мне кажется, это тоже побег от этой памяти. Потому что на самом деле он предает Малику, он как бы навешивает на нее грех ее деда, уходит, и не хочет разбираться с тем, в какой растерянности они оба на самом деле оказываются, столкнувшись с этой историей. И его семья тоже в некотором роде занята тем, чтобы как-то откатить эту вскрывшуюся правду, а не поговорить о ней. Вот это было осознанно? Да, ну я немножко по-другому скажу. Дело в том, что здесь на самом деле можно назвать это даже по-другому. Не то, что они стараются забыть, и просто сесть вместе за один стол родственникам палача и самому палачу, это совершенно естественное оказалось явление. И не то, что просто забыть, понимаете? Сделать вид, что этого не было вообще. И не случайно там возникает вот эта картина, которая называется «После казни», когда все сидят за одним столом. И тут и молодые здесь, которые уходят в странствие в итоге, они не то, что не хотят разбираться, копаться в историческом прошлом, они это вообще не принимают. Они вот эту систему, где палач сидит рядом с жертвой и ничего не происходит, да, они эту систему не принимают вообще. Да, это побег от реальности в некотором роде. Они отвергают эту систему. Поэтому и здесь возникает новая родина. Вот, как бы такое мифическое новая родина. А вы вот как, не как автор, да, потому что есть отношение автора к персонажам, а есть человеческое отношение к тому, как эти персонажи действуют. Вот вы как автор, вам кажется, что это решение, это все-таки побег от реальности, или вы действительно верите, что они могут эту некую новую родину найти? Нет, я на их стороне совершенно, потому что новое поколение, оно не принимает на самом деле эту систему. Оно не принимает. Старшее поколение, да, оно скажет, они стараются это запрятать, сделать вид, что ничего нет. Если, значит, прикажут, то опять кто-то станет палачом, а кто-то жертвой. Но да, ведь... это старшее поколение такое, не надо это скрывать. Вот. А новое поколение этого не принимает. Причем ведь новое поколение, оно, знаете, вот насколько оно разное. Мы вот с Ильгизом едем, нас встречал мой сын, он моложе Ильгиза на 5 лет. Ильгиз говорит, это уже вот новое поколение, а не другие. Понимаете? Моему сыну 29 лет. Значит, в интернете читаю, один там блогер пишет, ему 25 лет.
я не понимаю вот этих 17-летних. Это совершенно другое поколение. Мы говорим на разных языках, понимаете? Вот. Но при этом в середине сюжета они как бы очень искренне верят в постулат, что, ну, дети должны отвечать за грехи отцов. Нет, они здесь вот как раз они не отвечают. Никто не собирается каяться. И нет плохих людей. Нет, молодые просто это не принимают. Они просто вот на физическом уровне они этого не принимают. Ну, Малика, да, у нас есть Малика все-таки, которая действует и произносит фразу довольно такую притчу: в моей крови течет, значит, да, мой ребенок будет нести в себе кровь палача и кровь жертвы. Да, ну это есть, но вот она не принимает этого, понимаете, чтобы в ней это сошлось. Так же, как они не принимают, что они могут сидеть за одним столом. Палач и жертва. Давайте, наверное... Когда ты подняла этот вопрос, я сразу вспомнила, значит, репетиции над другим проектом. Потому что сейчас вот эта тема, она в театрах, как сказать, довольно популярна. Чувство вины, обязаны ли поколения нести чувство вины за содеянное их предками. Да? Там, у кого-то дед был палачом, а у кого-то, значит, бабушка была жертвой этого палача. Вот мы когда разбирали эту пьесу, мы взяли три темы. Ну, то есть сначала мы взяли две темы. Это тема традиционной семьи такой, татарской, которая очень похожа там на среднеазиатскую, откуда я родом, да, которые чтят свои традиции, уважение к предкам своим. Вот. И так у них сложилось, так у них повелось, и они как бы эти традиции соблюдают. Вторая тема, которая выходит из первой, это бабушка, которая жила всю жизнь в мыслях там, о своих потерянных родителях, жила и настолько жесткая, то есть она представительница того режима тоталитарного, репрессированного, вот, которая всю жизнь с этим жила и достаточно скупа на вообще проявление каких-то чувств, вот все время где-то там. Вот. При этом ее дети принимают ее, но это не означает, что они как бы взросленные, хотя там при совке, что они как-то дальше продолжают вот культивировать вот это осуждение того, что было тогда в ее периоде взросления. И молодые ребята, которые в принципе не принимают сейчас жестокости. Вот спросите у любого ребенка что-нибудь чуть на повышенной интонации, а уж тем более расскажите ему, там, что кто-то кого-то обидел. Вот мой ребенок, он не верит в это, он удивляется, почему так происходит. И вот это появилась третья тема, что родители оказались заложниками двух ситуаций. То есть когда они между тем поколением людей из бабушкиной среды и этим поколением молодых людей из среды своих детей. То есть они оказались заключенными, когда они на переходе. То есть мы вроде рождены в старых традициях, но при этом мы еще и к новым не привыкли, но мы должны с ними мириться. Вот. И поэтому для меня уход ребят, скажем, в путешествие, в странствие, это не уход от реальности сегодняшней, а желание вообще создать иную реальность, где таких категорий хорошо-плохо не существует. Вот. И это нормально, что они не хотят нести ответственность за проступки своих предков. Да, но мне кажется, что в тексте-то как раз
внук, и это очень очевидно здесь проявлено, и для меня в этом какой-то есть интерес, потому что я до конца не понимаю персонажа Айнура. Он действует, он действует согласно какой-то модели мировоззрения своей бабушки. Он очень любит свою бабушку, и как будто бы и эта бабушка для него важнее, чем Малика, потому что возвращается он тоже после разговора с бабушкой. Уходит он, получив эту информацию, и возвращается. И он как будто бы, ты права, да, родители находятся между двумя поколениями, но эти поколения как будто бы оказываются друг к другу, если брать, по крайней мере, модель отношений Айнура и бабушки, ближе, чем Вот, здесь он фишка в и том, что родители. здесь фишка в том, что уважение-то в семье к своим предкам, оно само по себе всегда культивируется в наших семьях. Поэтому это как раз вот то, что потом говорится про картину, ну, мол, типа, когда, если ты любишь, ты вернись. И у него был как бы выбор. Я как бы люблю и тех, и других, но будущее все-таки затем. Мне кажется, здесь вот это. Я бы спросила актера, который играл Айнура, как он своего персонажа понял и как он мотивации своего персонажа внутренне себе присваивал. Ну, здесь много говорилось про системы, да, и какое-то, как мне кажется, что, во-первых, эта ситуация могла бы и не возникнуть, если бы не было родителей, семьи и так далее. То есть, если, например, Айнур и Малика, они находились бы в отношениях, и вдруг этот факт вскрылся бы, и не было бы этого давления и как некой призмы со стороны вообще, в принципе, родственников, может быть, и не получился бы такой накал страстей. Ну, то есть, понятное дело, что это бы не воспринялось как-то легко, но я не думаю, что случился бы прям такой бум и вообще пьеса, да. И как раз мне кажется, что за счет того, что есть родители, есть уважение, и мы понимаем, как все к этому относятся, и самое главное, бабушка как к этому относится, то он просто не может на это не реагировать. Он вроде бы понимает, что, ну, камон, ну, как бы я не имею к этому отношения, но почему, ну, я не могу, как? И их разрывает, они как будто бы не могут быть вместе просто вот поэтому. И потом за счет перипетий, за счет всех вот коллабораций, которые у него происходят, за счет разговора с отцом, за счет потом разговора с бабушкой, которая все-таки решается ему соврать, и он прекрасно знает, что она никогда не врет. И потом, ну, получается же, она кончает жизнь самоубийством, да, и это все на него влияет. Это как бы из-за чего это все случилось, с моей точки зрения, я не утверждаю, что я прав, из-за чего это все случилось, из-за этой призмы и из-за родственников. Сами же родственники и помогли этому разрешиться, конфликту. Наргиз, да, микрофон здесь, пожалуйста. Ну вот из того, что говорит Артем, бабушка, выступив в роли палача, как бы определила его дальнейшее поведение. Да, я об этом и говорю, что мне очень интересно, что в некотором роде пассивная такая мистическая бабушка более активна, чем Айнур, который заявляется, ну там, вот если это считать первым актом в начале пьесы, как очень на самом деле такой смелый парень, который провоцирует родителей, который шутит, такой немножко мальчик Аладдин, сказочный, он говорит всегда какими-то красивыми метафорическими историями, он очень активный, а потом вдруг он попадает под каток, да, этой истории, и он в некотором роде бездействует. А сначала за него решает Малика, которая довольно ярко провозглашает, что ребенок не может появиться в этой ситуации, а потом бабушка. И не он приходит к бабушке, а бабушка приходит к нему. Вот это мне очень интересно. А что нам скажут родители? Я тут добавлю, да, нет, Айнур, он в итоге, он принимает решение, он берет ответственность на себя. Он после этого танца, он убеждает, он ее возвращает. Он возвращает свою любовь и находит единственный выход.
Надо отправиться сказать, в я страну. абсолютно в этот момент понимаю Малику и ее желание, в общем, выгнать этого молодого человека из дома. Но он ее возвращает. Он принимает решение, он берет на себя ответственность. Что скажет родитель? Ну, собственно, все вы и сказали-то на самом деле. Ну, что поступает? Тут ситуация, что делает бабушка, если так разбирать по гамбургскому счету? Бабушка, в принципе, занимает место того самого дедушки-палача. Она что делает? Она говорит, ваш дед палач, он убил моего отца. Я вам об этом говорю, и вы теперь с этим живите. Хотя она видит. Внук, и у него счастье рушится. Она что делает? Она именно это и делает. Да, тот факт, что Она она подби- жертва, не делает ее, в общем, положительным и Да милым нет, она уже не персонажем, жертва, конечно. они меняются местами. Они моментально меняются местами. Все просто. потому что на кону жизнь нерожденного. Конечно, тут же ребенок, тут же как бы... А что с молодыми происходит? Они взрослеют. Все вот правильно, как говорит Салават, уважаемый автор. Он взрослеет, он в этот момент принимает взрослые решения. Он говорит, все, ребята, я все понимаю. Бабушка умерла, да, я понимаю, почему она умерла, что она сделала, как, почему. Но мое решение, вот после разговора с отцом, мое решение такое, мы будем жить, у нас будет семья, у нас будет ребенок. И этой девочке говорит, девочка, пойдем со мной, доверься мне, я тебе все сделал. Все. Он взрослеет, он вступает во взрослую жизнь, где есть и зло, и добро, и плохие, и хорошие. Ну, не бывает же абсолютно, мы же все прекрасно понимаем, не бывает абсолютного добра и зла. Да, Поэтому но мне кажется, что в вот этот момент взросления такой это жесткий, действительно конечно, история про взросление. жесткий момент взросления. Но меня именно пьеса не убедила в том, что Айнур все же повзрослел, потому что а, вот это, с одной стороны, я понимаю, что в этом есть какая-то своя сила, да, это открытый финал, и мы действительно можем его прочитать по-разному. Возможно, автор это сделал поэтому, но на самом деле Айнур все же возвращается со словами бабушки, да, и у него нету какого-то маленького монолога, в котором он говорит о том, что я беру ответственность. Секунду, да. Есть же очень важный момент, когда он говорит, бабушка мне никогда не врала. В этот момент я знаю, что она соврала. Но тем не менее я вернулся. Да, но он вернулся, потому тем что не так менее, я хочет верну- моя бабушка. Потом он говорит это тоже, и это важно, Нет, и это важно. Да. То есть вам кажется, что это Ну, не конечно. его Нет, внутреннее ощущение? нет, это конечно, конечно. У меня в этот конечно. момент возникает вопрос к этому персонажу, Нет, честно скажу. Тут все А, понятно. А с родителями, если вопрос к родителям, возвращаться к родителям, а что? Ну, они оберегают своих, они родители, Нет, они тактика берегут своих родителей. детей. Родители вообще в Они самом очень бытовом понятные там. существовании в этом тексте. Если бабушка и внук, они где-то притчевые, то как раз родители со стороны Малики, они прям вот очень бытово, понятно выписаны. У них действительно очень четкая цель. Ну да. Они, в общем, постоянно спасают в той или иной степени свою дочь. С ними действительно все понятно. Так же, как и родители. Но мотивация Айнура все Его. же конкретно для меня остается в каком-то моменте загадочной. Может быть, кто-то хочет высказаться, и кто-то, может быть, распаковал какие-то смыслы, которые мы тут еще не распаковали. Это очень интересно. Можно я Конечно. минутку еще добавлю про бабушку, что она, конечно, выложила это все, и она вот как палача дали, но она все-таки внуку дала вот эту какую-то как бы удочку, чтобы из этого выйти. Она рассказала, она попросила его Ну да, перед смертью перед она все же смертью, поговорила с ним. Да. про танец. То есть она предположила, что он придет, и они станцуют, и, видимо, это как-то вот их сподвигнет там объединиться и Да. дальше идти вместе. Она действительно как будто бы не совсем живет в ему их мире. Она вот такая мерцающая дала бабушка. какой-то шанс еще. Мне казалось, что она зависшая между двумя мирами, миром мертвых и воспоминаний, и миром живых. Хотя она достаточно реалистичная. Когда я читала, я вспоминала свою татарскую бабушку и старших родственников. Женщины, они совершенно такие, поэтому как бы она, с одной стороны, совершенно реалистичная, с другой стороны, да, она зависшая. И потом она, ну, в общем, мир мертвых утягивает ее на свою сторону. Она отъезжает туда. Тоже достаточно специфическим образом. Да, спасибо большое. Вот я как раз
удивлена просто, как мы совпали. Я ровно это и хотела сказать, что на самом деле бабушка — это такой персонаж, которого по большому счету нет. Она вот как бы то ли есть, то ли нет. И вот если бы я была режиссером, мне кажется, я бы не удержалась и все-таки сделала так, что вот эта бабушка, которая, в общем-то, мифическая бабушка, она ошиблась, что на самом деле вот этого всего не было, потому что по большому счету это не важно, ошиблась она или нет. Эта проблема, она живет в обществе. И даже если не является мой конкретно дедушка, да, вот понятно, что здесь есть ребенок, и он соединяет в себе как бы две крови, но вот мне тоже кажется, Салават правильно сказал, что для нового поколения это все-таки, ну, все-таки немножко чужие метания какие-то. Это может быть вот еще для моего поколения, да, какие-то важные вещи, потому что это действительно бабушки и дедушки. Для моих детей это уже прабабушки и прадедушки, это вообще дела давно минувших дней. И вот мне кажется, вот здесь очень интересно было бы посмотреть вот эту вот онтологическую составляющую. Не столько буквально, вот что он убил, только один дедушка убил другого дедушку, да, грубо говоря, вот, а посмотреть эту ситуацию как бы более сложно. Вот. И хочу еще добавить, что мне очень понравилось в этой пьесе то, что там нет злых, вообще нет. То есть они все какие-то вот по большому счету добрые люди, они все движимы вот этой вот целью спасти эту нерожденную жизнь. Мне кажется, вот это тоже очень важно. Спасибо. Спасибо большое. Так, вот еще у нас рука. Ильгиз. Добрый день. Большое спасибо Салатовой, артистам, режиссеру. Мне кажется, вот эта пьеса, она... То есть вот такие темы, они редко всплывают в драматургии, именно национальной даже, да, потому что здесь как такового национального, ну там и чай есть, присутствуют какие-то национальные узоры, но это опять-таки общечеловеческие какие-то вещи, и это, мне кажется, очень хорошо, очень правильно, так как в первую очередь мы должны говорить о человеке. И у меня возникает вопрос. Этот вопрос возникал давно, так как действительно, что делать с этой памятью, да? Мы же, например, ну как я могу отвечать за дедушку, который был когда-то там давно? И что я сейчас должен там сделать? Если там мои предки там что-то творили, например, это же не значит, что я-то тоже самое буду творить. И я не присутствовал при этом. Но как-то люди же вот рефлексируют по этому поводу. Им важно. Я сейчас немножко сбивчиво буду говорить. В общем, для чего нужна вот эта память? Да? В исламской культуре, например, по исламу нельзя усыновлять детей. То есть ты не можешь усыновить ребенка, то есть дать ему свою фамилию, свое отчество не можешь дать. Ты можешь взять его на воспитание, но он должен остаться при своей фамилии, при своем отчестве. Да? И это делается для того, чтобы у человека не прерывалась цепочка. Ну, там, понятно, явные вещи, чтобы инцеста не было, да, какие-то такие. Но мне кажется, что это еще связано с тем, чтобы ты понимал, кто ты такой. Сейчас через еще один пример попробую объяснить. У меня сын, сейчас ему 5 лет. Вот сидит сын, кушает, там что-то он говорит, как думает. Я на него смотрю, это маленький мой отец. То есть я дома у себя, ну то есть я сейчас воспитываю своего отца. Вот как он рот кривит, там, как он что-то там делает, какие-то вещи такие, да? Ну, как так может быть природа, да? Вот, ну, через одно поколение я, например, совсем вроде как не похож внешне на отца, а он вот копия, все повадки копия. И получается, это же, если только это только физические какие-то вещи, или это внутри нас какие-то и психологические, да, духовные вещи тоже передаются, да? И для чего, мне кажется, важна, ну, это вот я сейчас сидел на примере этой пьесы, пытался разобраться в этом вопросе,
почему так люди переживают-то? Ну, чё, ну, был палач, ну что ты сделаешь-то с этим? Ничего ты не сделаешь, ты же не виноват. Но мне кажется, это нужно вот в этом копаться и это понимать, чтобы потом в себе какие-то вещи пресекать, наверное, быть готовым, да? Если это вдруг в тебе появляется, ты уже понимаешь, что ты же знаешь там какие-то, к чему это приведет, грубо говоря, да, пример такой. Ну, на примере своего отца. Он вот был такой, и он дошел вот до туда. То есть, ага, что-то я вот агрессивный какой-то. То есть, чтобы как-то себя вот ограничивать Чтобы вдруг или не что. пойти в НКВДшники, да. Ну, вот как-то не повторять, я не знаю. Потому что, ну, а для чего еще это может быть? У меня есть на самом деле теория в продолжение того, о Мгм. чем ты говоришь. Да, мне кажется, это очень интересно, и у нас действительно очень много, ну, не только там социального, культурного, еще какого-то биологического, генетического, мы не понимаем, как это проявляется. Но вот, например, условно в психологии есть такая история, как психологи, которые изучают семейные системы, они говорят, что загадки, связанные с семьей, какие-то темные загадки, очень часто вредят подрастающему поколению, которое формально, ну, так как это загадка, да, дедушка — это загадка, дедушкин портрет, несмотря на то, что он висит, это загадка, потому что никто не проговорил это. В семье не было разговора про то, что у нас такая история. И на самом деле во второй семье тоже не было откровенного разговора про какое-то прошлое. И все, что, ну, как бы и загадки, они давят на человека. Казалось бы, никто не произносит это вслух, и это какая-то закрытая дверь, но на самом деле удивительным образом там следующее поколение, они чувствуют это напряжение, созданное вот этой некой тайной. Я думаю, что если бы в этих семьях была эта история проговорена, и они вот так встретились, это была бы, конечно, другая история. Тут бы не случилось пространства для драматургии. Я просто услышала вас, и это мне кажется, что в твоей теории есть правда, потому что вот в моей семье был инцидент тоже связанный там с отголосками репрессии, и когда мне здесь в Москве сказали, когда уже была взрослая женщина, мне сказали, что вот мой дед, он оказывается был убийцей там и так далее. На меня это очень сильно подействовало, просто вся моя жизнь перевернулась после этого. И с того момента еще несколько лет я не знала, что мне с этим делать. Вот, я прям приходила в состояние какие-то непонятные и думала, а что если вот эти признаки агрессии, которые у меня там скрытые, вдруг проявлены, что если это связано с моим дедом-убийцей, что если вот эта плохая кровь, она мне передалась. И начав копать эту историю у себя в семье, я ни от кого из старших поколений не добилась ничего. То есть эта тема, она прям нивелирована, она закрыта, она под запретом. И вот недавно, буквально в прошлом году, я таки свою маму доконала, довела ее до истерики, несмотря на то, что она сердечница, мне было все равно. Я эгоистично просто довела ее до этого, чтобы она мне сказала, как на самом деле было. И только после того, что я услышала, я немного начала успокаиваться, но отголоски тех знаний, да, они во мне все равно сидят, и любое что-то мое проявление я моментально адресую туда, но почему-то не в себя. Вот. И мне кажется, что если бы я дальше разгадывала вот этого Айнура, то на его месте я бы, наверное, бы заставила всех своих родственников собраться всей семьей и поговорить об этом, и выговориться, и выплакаться, и все такое. Потому что... А вот дальше бы я бы ушла в странствие, вот, освободившись. Поколение... Это не была бы пьеса в некотором роде, да? И когда все дружелюбно говорят за столом, в этом мало Нет, драматургии. мне кажется, вот если бы... Я Извините, перебил, да? Нет, здесь, мне кажется, не в поколениях дело, а в уже, как сказать, именно как раз духовное содержание, которое мы получаем по части больше в семье,
не из-за образования. Образование нам дает возможность только сформулировать свои мысли, идеи и высказывание какое-то. А вот духовная наполненность, она, по моим представлениям, она все равно обретается в семье. Насыщение происходит там, где ты родился, вырос, в семье или там в стране и так далее. Поэтому, мне кажется, к личности человека это, ну, это прям большое влияние оказывает. Да, я согласна. Я вдруг вспомнила совершенно неожиданно, как я однажды наткнулась на живущую, кажется, в Германии внучку Сталина. И меня очень В она Америке. удивила. В В Америке, да? Америке все в Это татуировках. какой-то потрясающий Мгм. человек с ирокезом Да, на да, голове, да, огромным количеством татуировок, очень да. витальный, живой, смешной. Она занимается какой-то зоозащитой, какой-то экозащитой. Ну, в общем, вот всеми теми вещами, как бы, которые вот на противоположной шкале находятся в этой жизни от Сталина. И я так понимаю, что, ну, понятно, что это какой-то, да, уже выбранный путь. Я еще приведу пример. Вот внук Геббельса женился на негритянке. Еще. Прекрасно, да. Но даже для того, чтобы выбрать этот путь, нужно сначала, ну, как бы признаться себе, что формально я внучка этого человека. Она это тоже сделала. Да, а вот по поводу финала с бабушкой, ну да, конечно, здесь я вот все-таки я начинаю сразу на сцене, это, ну, будучи режиссером, пытаюсь это все видеть, как бы я сделал, наверное, да, как мне это ставить? Я сразу, как бы мне никто еще не сказал это ставить, но я автоматически начинаю, так, а как мне это поставить-то? Что мне с этим делать? И по поводу финала с бабушкой, мне кажется, почему парень Айнур, да, так реагирует на это? Действительно, если, то есть, мне кажется, здесь работает, он же с этим не сталкивался лично, да, он в этом никак не участвовал. Его, ну, то есть он ни жертвой не был, ни палачом не был, да, а бабушка была жертвой. То есть она в приюте, там 12 лет, по всей видимости, так как мать отправили на 12 лет в лагеря. То есть она имеет полное право как-то рефлексировать, да, ну, то есть обвинять или наоборот. То есть даже она, будучи, ну, имеючи право на осуждение, да, какое-то, она прощает и говорит, что, ну, этот ребенок должен жить, да. Мне кажется, здесь вот это влияет. Если даже бабушка говорит, что надо, ну, тем, что она врет, да, она не говорит, он понимает, что бабушка никогда не врала, вот сейчас она мне врет. Почему она врет? Она хочет, чтобы я вернулся. Если даже она этого хочет, человек, который, казалось, должен сказать, пусть умрут там, да, эти палачи, тогда, наверное, у него в голове что-то там доменяется. Другое дело, что в структуре именно по построению пьесы, мне кажется, эта тема, она очень большая, и если еще поработать, она бы вот на два целостных таких хороших акта, то есть это, ну, сейчас получается один акт, да, одна актовка. Ну, как будто бы, знаешь, вот это событие, распад молодой семьи, это воспринимается как вот перемена истории. Это Здесь, можно рассматривать как переход. ну, На можно, самом ну, деле я акты даже по вообще, объему говорю. это Я же по очень объему. такая... Нет, я Их не понимаю, что... существует в природе, да, в некотором роде. Я понимаю, но имеется в виду, вот как будто сейчас завязка была, и все как-то, то есть история не была рассмотрена со всех сторон. Вот, во-первых, затянуто немножко вот это вступление. Может, прям при встрече с парнем уже я бы, наверное, сделал, что уже бабушка, семья там приходит, и все это вот, все Тут хорошо. триллер, понимаешь? Всё Автору важно было, чтобы скрипнула дверь, чтобы там кто-то за Нет, окном. ну Нет, пускай серьезно скрипит. совершенно, как бы я и с иронией, но и серьезно. Тут, правда, накапливается некое какой-то саспенс приближения странной бабушки. Автору это важно.
Но вот Салават в ремарках пишет, что даже музыка должна быть определенная, там риорита и что-то Ну, такое. это вот, видите, Он да. уже срежиссировал Ну, все, на конечно, самом деле. это ж кино, да. Много Мне кажется, это важно деталей было, там да. достаточно. Но мне бы было интересно, чтобы они с этим пожили. Вот эти, они как-то, вот девочки сказали, твой дед палач, там, Они сказочные здесь. Вот сейчас, возможно, если бы это увеличилось пространство, они бы обрели какую-то более бытовую ткань. Я сейчас вижу в этом, конечно, притчу. Но притча — это тоже форма драматургии, почему нет? нет, смотрите, вот они сидят, да, девочки говорят, так, твой дед палач, он убил там, разводимся. Понимаете, решение быстро слишком пришло. Мне кажется, вот как... Потому что притчевый персонаж. Нет, Ильгиз, там они остаются вдвоем. Потом она ходит по шпалам. Там. Я специально по сделал эти шпалам. вещи, да? Не, Тут, я бы на сцене, чтобы... Мне хочется вот когда они Хочется, чтобы остались... она проговорила это. Они что, поговорили, пожили, может быть, что потом начали обнаруживать в себе вот эти вещи все. Вот мне кажется, что здесь потерялась бы динамика вот эта. Ну, это мой взгляд. Вот. И насчет, тебе, может, показалось, что экспозиция еще растянутая, да? Ну, это чуть-чуть, да, в начале. Ну, Ну, там я это... специально, я тоже уже как бы смотрел, как это будет на сцене выглядеть. Я специально вот эти тени, которые идут, это люди, которые ищут новую родину. Вот. Нет, эта тема вообще с новой родины, да, она как раз и превращает все это в вот, притчу, это очень хорошо. И вот это вот тени, которые идут, они создают обстановку такого неуюта. То есть неуюта, загадочности. И это идет через весь спектакль, и в начале тоже. И в начале, и вот я думаю, за счет этого экспозиция может быть не скучной. Потому что бытовые разговоры, но без них никуда не денешься. Ну, я думаю, знаете, это как каждый автор на определенную тему, определенный сюжет писал бы Нет, это абсолютно, по-своему. конечно. В зале есть уже режиссер, который эту пьесу собирается поставить. Вот. Так что я думаю, Ты что назначила всё только замечательно. что? Нет, абсолютно это необычная тема для, я еще раз повторюсь, для нас она очень важная тема. И, конечно, вот ее хочется, чтобы она 100%, чтобы Мне доделать. кажется, здесь, Друзья. Ксения, все дело в том, что мы все-таки, вот татары, там, узбеки, вот все как-то тюрконаправленные люди, мы вообще имеем такое свойство, у нас есть такое качество метафорически, вести диалог. Вот. И тут, мне кажется, можно даже не заморачиваться на этот предмет. Ладно, спасибо. Друзья, Спасибо у меня большое прогон, за я побежала. очень интересное обсуждение. Спасибо, Наргиз, за читку. Спасибо, Салават. А мы, собственно, и спасибо. заканчиваем, поэтому...